В России издали книгу «Крым наш». Автором является Елена Лукьянова. На страницах книги она изложила свое отношение к аннексии Крыма и привела доводы о незаконности присоединения полуострова к России. Книгу издали небольшим тиражом. Ее планируют распространять на территории России. Автор не уверена, что книга дойдет до крымского читателя. Зачем я это сделала? Потому что народ, проживающий на Крымском полуострове, это живые люди, и их тоже нельзя тудым-сюдым. Это вам не бутерброд, на котором можно поменять ветчину или колбасу. Елена абсолютно грамотно и точно, юридически верно в своей статье доказала, что решение о присоединении Крыма не имеет законных оснований. Закон был нарушен. И Валерий Зуркин, по сути, в своем ответе это даже не отрицает. Тогда возникает вопрос, а на чем тогда было основано решение президента Путина о присоединении Крыма к России? Еще возникает вопрос, а имеет ли право президент принимать подобные решения? Думаю, вполне очевидно, что ответа на эти вопросы мы не найдем ни в Конституции, ни в действующем законодательстве. Мне бы хотелось обратиться ко всем, кто считает присоединение Крыма справедливым, и в частности к нашему президенту. Хотел бы он однажды в новостной ленте прочитать вот такую новость. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Сибирь стала частью Китая не потому, что мы хотим что-то укусить, урвать, и не из-за того, что территория имеет стратегическое значение в Евразии. Это элемент исторической справедливости, подчеркнул председатель КНР. Какова судьба распространения этой книги на территории Крыма и России? Значит, на территории Крыма не знаю. Думаю, что на территории Крыма ее трудно будет распространить. А в России, неожиданно для меня, книжка пока что издана очень маленьким тиражом, но уже за 2 недели практически кончается, по крайней мере, 1/3 этого тиража почти ушла. Я думаю, что нам придется ее допечатывать.